Здравствуйте, вы смотрите программу о лучшей футбольной команде на планете Земля. А лучше она, потому что наша. В эфире ФК Уфа наша команда. И с вами Жанна Байрашева и Артем Кочешев. А сегодня гости нашей студии директор школы ФК Уфа Вадим Рифович Ахметов и старший тренер ФК Уфа Юрий Александрович Суленский. Здравствуйте. Здравствуйте, рад вас приветствовать в нашей студии. Главная тема — это, безусловно, матч между Уфой и Локомотивом, который состоялся в понедельник. Вадим Рифович, наверное, к вам первый вопрос будет. Естественно, надо начать с той ситуации, которая до матча сложилась, с переносом игры непосредственно из Перми, где Уфа проводит последние домашние матчи, в Москву. И поэтому вопрос к вам, как к дипломированному футбольному менеджеру. Как бы вы вели себя вот в этой ситуации, находясь во главе футбольного клуба Уфа или московского Локомотива? Каков был выход из этой ситуации, на ваш взгляд? Хорошо, что я не нахожусь ни во главе клуба Уфа, и тем более Локомотива. То есть наш генеральный директор Газизов Шамиль Камилович очень профессионально вел переговоры, то есть я даже как-то присутствовал как-то моментом. Потому что вести переговоры со Смородской Ольгой Юрьевной, это, я вам скажу, еще того стоит. Но он четко и последовательно отстаивал нашу позицию, то есть буквально как бы, говорится, не фанат Локомотива, я фанат ФК Уфа, и поэтому в конце концов все-таки мы пришли к этому компромиссу, и я считаю, что это было хорошее, правильное решение, что все-таки домашний матч у нас потом будет в апреле дома. Юрий Александрович, а вам вопрос как тренеру. Так получилось, что Уфа проведет как минимум 4 игры на выезде. Скажите, пожалуйста, как скажется ли это на их подготовке? Подряд имеется в виду, да? Да, подряд, безусловно. Ну, выездные матчи, они носят более сложный характер с психологической точки зрения. Не зря говорят, что болельщик — это 12-й полевой игрок. В этом плане, но исходя из того, что наша команда практически испытывает трудности для проведения матчей в Уфе, она уже набрала, так сказать, определенный опыт в этом плане. Хотя можно сказать, что это опыт нежелателен. Но то, что на данный момент команда очень стабильно, сбалансированно и компактно выглядит, она не мальчик для битья, и фактор чужого поля на нее не влияет. Я думаю, что команда также будет стабильно показывать результат. И, по-моему, максимум 30 очков, такой промежуточный зональный план, да, они подходят к этому показателю. Это раскрепостит игроков. И я думаю, что команда наша уже приучилась играть в таком экстремальном режиме и показывать добротную, качественную игру. Юрий Александрович, стартовый состав Уфы уже сформировался? Запасным игрокам тяжело будет вытеснить кого-то из команды, как вы думаете? Ну, если учитывать, есть такое понятие, что скамейка, она не длинной должна быть, она должна быть качественной. К этому и стремятся все. То, что показал последний матч, проблемы в центральной зоне в обороне, они за счет, так сказать, ротации полузащитника решили эту проблему. Мне несколько удивительно то, что Уфа за короткий срок в нашем высшем дивизионе, в премьер-лиге, показывает добротную игру помимо непосредственно качества игры. Именно вот мотивационный фактор, вот то, что игроки в полной самоотдаче, и чувствуются командные действия приличные, и командный дух, и вот эти ротации в процессе матча, они как бы нивелируются, не влияет на качество игры со знаком минус. То есть во всех аспектах деятельности футбольный клуб на сегодняшний день практически с 2010 года за небольшой промежуток времени, учитывая, что Урал там стучался в премьер-лигу лет 7, соседние регионы здесь рядом, за короткий промежуток времени довольно-таки добротная, стабильная команда с хорошим микроклиматом. И вот эти все дополнительные ротации в составе, она не влияет со знаком минус на качество игры, а наоборот сопутствует хорошей игре. Я вот еще добавлю, это самое, вот такие наблюдения насчет вот именно состава, стартового и так далее. Значит, мы проиграли в 8-м туре Уралу 0-1, и мы проиграли в 12-м туре Тереку. А после первых 5 туров у нас было 4 поражения. И если вот провести анализ стартовых составов,
то выясняется, что в этих проигранных матчах не было или Юрченко, или Тумасяна, или Симакина, или Хаджич или Марсини, да. Как-то я у вас уже был в гостях после матча с Мордовией, мы тут обсуждали, вот высказал такую мысль, что выстроилась хорошая такая ось: Юрченко, Тумасян, Симакин и Хаджич или Марсини. И вот это вот лишний раз подтверждает. Вот мы две игры проиграли в 8 и 12 туре, не было Симакина. То есть вообще особая роль Симакина отдается. Я так вижу. Ну, у него своя логика, смотри, как молодец. Тогда такой вопрос по стартовому составу вот в этом матче. При живых и здоровых Верховцове и Аликине в центре обороны второй матч подряд все-таки выходит Пауревич, который до этого играл в опорной зоне. Вас не удивило вот это решение тренера? Ну, во-первых, наверное, это было сделано, как говорится, не от хорошей жизни, да, а конкретно вчерашней ситуации, я так рассуждаю. Ну, во-первых, Аликин, наверное, еще не подошел в оптимальной форме, да. Степанец у нас травмирован. Верховцов, мне так кажется, что Пауревич был посильнее, поэтому, как говорится, тренер же не враг сам в себе. И, в принципе, игра показала, что Пауревич был на месте. И после матча Колыванов отметил, что Пауревич, он может как и в опорном сыграть, так и центрального защитника. А сейчас я предлагаю посмотреть саммари матча Уфа-Локомотив. Локомотив-Уфа, если быть точным. И еще раз посмотреть самые яркие моменты этой игры. Итак, как мы уже сказали, игра проходила в Черкизово, причем совсем немного болельщиков пришло на этот матч, мы об этом еще поговорим. Ну а пока непосредственно о ходе игры нам показали главных тренеров, и сейчас я попрошу то, что мы увидим вот на этих моментах, прокомментировать Юрия Александровича Суренского. Вот как, на ваш взгляд, по этим моментам игра складывалась? Ну вот эти атакующие действия, вы посмотрите, по насыщенности, когда мы атаковали, там Галиули не запнул головой, но в принципе передача, вот эта передача, она как раз идет, такая обостряющая передача без траектории, И под нее, если первый защитник перебивается, мяч как камень падает во вратарскую, вратарю очень сложно отреагировать на этот мяч. А вот что касается вот этого эпизода? Ну, здесь явный момент. Здесь даже обычно судья понимает, что игрок вчистую не может отыграть вратарю. Естественно, Тумасян, он просто, ему сложно было развернуть игру в другую сторону, и он просто поднял мяч вверх. Если бы он хотел, он просто отыграл Юрченко чуть-чуть правее створа ворот, и все. Это было ясно всем, мне кажется. Судья не разобрался, мне кажется. В этом моменте явно не разобрался судья. Хорошо, мы уже сейчас наблюдаем кадры из второго тайма. Вот момент, наверное, у Локомотива самый опасный был, но Ниясе не сумел здесь нанести толковый удар. Просто Давид молодец, надо говорить своими Конечно, словами. Юрченко красавец. Это безусловно, но вот я бы хотел все-таки спросить у вас, почему, на ваш взгляд, во втором тайме Локомотив, Вадим Ривович, вот ваше мнение, почему Локомотив все-таки выглядел, скажем так, достаточно блекло именно в атаке, даже несмотря на то, что появился на поле вот в этом регбийном шлеме Ндае? Честно говоря, мне показалось, что как раз вот Ндае можно было бы и не выпускать, потому что он, мягко говоря, морально-то, наверное, тяжело ему было вступать в игру. Да, вот это хороший был момент. Эпизодов, когда Денисов получил красную карточку. Здесь даже вопросов нет. Денисов сам признался, что осознанно фалил. И сразу засобирался в раздевалку. Здесь Ханджича он сбил. Вот этот рывок в конце матча дорогого стоит. То есть, понимаете, это говорит о том, что в какой физической форме наша команда. Может, Хаджич все-таки сил сохранил побольше на концовку? Черданцев его там, немножко прошелся по нему, но мне кажется, нет. То есть, его прикнуть в этом нельзя. Отметим, наверное, конечно, Марсини, который действительно большой объем работы проделал. И вот тут удар. Вот тут Карлос, конечно, не прочувствовал, что когда вот сейчас удар, а он там стоял возле штрафной, то есть не набегал. И он только отреагировал уже как Абаев отбил мяч. Поэтому не успел.
Уфа нанесла больше ударов по воротам. О чем это говорит, на ваш взгляд? Это хорошо, честно говоря. Но как его, не чисто хронологически посмотреть бы, конечно, может быть, последние 10 минут превосходство достигнуто, потому когда был удален Денисов. Нет, на самом деле и после первого тайма там счет был, если я не ошибаюсь, 6-2 по ударам в сторону ворот. Ну, это еще в школе учат это самое, что любая атака должна закончиться или точной передачей, когда защитник, по крайней мере, подключается, или ударом по воротам. То есть довести атаку до удара до ворот. То есть, значит, наши игроки очень правильно выполняют установку тренера. Болельщики «Локомотива» фактически проигнорировали этот поединок. Вадим Рифович, а кто прав и виноват в их конфликте с руководством, как вы думаете? Да, но на ваш взгляд, имеют ли вообще болельщики право так себя вести, даже несмотря на то, что у них конфликт с руководством, не поддерживать свою команду на стадионе? Даже те, кто пришли, они фактически молчали. Что значит, имеет ли право? Конечно, право-то у них Ну, есть. это понятно, да, но если они все-таки называют себя настоящими, Да, преданными болельщиками. Ну, это вот и о том, то есть то, что вот ты сам сказал, определение дал. Если ты настоящий болельщик, то ты по-настоящему, то есть ты и в горе, и в радости вместе с командой, правильно? И какие-то там взаимоотношения, то есть любишь ты, не любишь этого президента или кого-то там, да? То есть это, мне кажется, не болельщики. Зато я хочу отметить, что болельщики футбольного клуба Уфа из Москвы, то есть жители столицы страны, посетили эту игру. Мы слышали их, как нам стало известно, бесплатно билеты раздавались тем, кто изъявил желание посетить эту игру. И фактически мы играли едва ли не дома, потому что болельщиков Уфы было слышно лучше, чем болельщиков Локомотива. Даже в Уфе было слышно? Даже в Уфе было Даже слышно. в Уфе. На самом деле, Артем, я наблюдаю за группой ФК Уфа, и очень много ребят и людей писало, которые проживают в Москве: давайте поддержим, мы готовы прийти. Это так было патриотично, так приятно, поэтому это здорово. Тем более я не знала, что у них бесплатные билеты. Это вообще потрясающе, что поддерживают нас. Клуб работает во всех направлениях. Юрий Александрович, хотел бы сейчас поговорить о футболисте по фамилии Голубов. Дмитрий Голубов был лидером нашей команды ФНЛ. В премьер-лиге он пока не заиграл. Причиной тому, конечно же, и травма. Был он в лазарете долгое время. Но вот все-таки, на ваш взгляд, Дмитрий Голубов способен вот сейчас, когда он восстановился от травмы, вновь попасть в стартовый состав, вытеснить, может быть, Ханжича, я не знаю. И, может быть, именно его не хватает нашей команде в атаке, потому что мы уже 3 игры не забиваем. Есть нападающие, у которых хорошая скорость, есть нападающие, отвечая каким-то частным объемом. К примеру, играет хорошо головой, хорошо открывается. Голубов, если мне не изменяет память, по-моему, с «Динамо» Санкт-Петербург, там корявенькая передача была. Левый защитник у нас был, левый защитник. Светловолосый, Кижи. Вот. Сделал передачу такую, типа свечи, и на пустом месте создал момент. Голубев относится к нападающим, голевикам. Он может находиться спиной к воротам, но он постоянно может нанести разящий удар, что и показали матчи с Томью. Но человек зависимый. Если есть хорошо поставленная фланговая игра, насыщенность передач с флангов, достаточно принять мяч, и человек очень хорошо чувствует рамку. Это форвард-голевик, но он человек зависимый. Тот же Ханжич, он может проработать пространство, как и показал выход в 1 в 1. Да даже здесь с московским «Торпедо» позиционный защитник ошибся. Одна ошибка была за первый тайм, несмотря на то, что торпедовцы имели возможности в атакующих порядках. И Ханжич наказал, он продавил центральную зону. Они нападающие разноплановые. По пространству Ханжич может проработать где-то Голубов, ему нужно полмомента создать. То есть нападающие, они разноплановые, и естественно при активной игре с флангов, при последнем пасе, предголевом пасе, то есть созидательный полузащитник, он может снабжать его мячом. И я думаю, Голубов — это голевик. Он вроде бы не заметен в матче, но он постоянно нацелен нанести разящий удар. Можно сказать, как киллер, футбольный киллер. И я думаю, что если у него хорошее состояние, и он может в созидательном плане на результативность повлиять. Дмитрий получил награду самого популярного спортсмена города Уфы уходящего года. Да, то есть о Голубове это мы это говорили было не на прошлой случайно. неделе. И как вы считаете, вы согласны с болельщиками?
Там было много достаточно спортсменов, и хоккейного клуба «Салават Юлаев», и других у нас. Колтаков. Да, то есть очень много интересных людей. Михаил. Да, насколько я знаю, там среди номинантов был и чемпион мира. Зубарев, да. Да, Андрей Зубарев, Да. хоккеист «Салават Юлаев». Все верно. То есть, вот Мы о чем и говорим, что да, вот да. соотношение. Поэтому, то есть это более ценно, что рядом были вот именно такие достойные соперники, и футболист занял первое место среди болельщиков. Он в самом решающем матче сыграл сверхъестественно. Он просто в первом матче поставил все точки над «и». Он переломил основную задачу, он переломил этот ход из двух матчей. Он, в принципе, своими действиями решил вопрос в первой игре. И в Уфе буквально на следующий день практически везде разговоры были вот именно об игре с Томском и бомбардирских качествах Дмитрия Голубова. Он уже вошел в историю, это однозначно. Снова сейчас вот эти воспоминания тех майских событий. Но сейчас я предлагаю посмотреть небольшой видеоматериал о том, как Дмитрий Голубов, собственно, и получал свою абсолютно заслуженную, по нашему мнению, награду. Как бы ни складывалась дальнейшая спортивная карьера Дмитрия Голубова, в историю башкирского футбола он попал навсегда. Автор 5 мячей в ворота Томи в стыковых матчах стал главной сенсацией футбольного сезона. Заслуги форварда не остались незамеченными на всех уровнях. Игровую футболку Голубова получил в подарок президент республики. Премия «Топ-30 самых популярных людей Уфы» была организована одним из известных глянцевых журналов. Помимо спортсменов отмечали наиболее успешных представителей бизнеса и искусства. Часто ли вспоминаешь те майские дни, те 5 мячей в воротах Томи? Ну, иногда, да, иногда, если честно сказать, иногда просматриваю, радуюсь за команду и за себя. Не буду скромничать, да, это приятно вспоминать то, что мы тогда сделали. Для того, чтобы получить заветную статуэтку, Голубову пришлось обойти серьезных конкурентов. Главным стал защитник Салавата Юлаева сборной России по хоккею Андрей Зубарев. Кроме того, на награду претендовали паралимпиец-лыжник Кирилл Михайлов и мотогонщик Дмитрий Колтаков. Если сравнивать с другими номинантами в рубрике «Спорт», да, все действительно достойны, но все-таки Дима Голубов, он вывел наш клуб в премьер-лигу, и он действительно этого достоин, это заслужил. И огромное спасибо болельщикам, которые все это время его поддерживали. Специально по случаю торжественной церемонии Дмитрию Голубову пришлось сменить спортивную форму на строгий костюм. Поддержать своего партнера по команде пришел костариканский легионер Уфы Фелисио Браун-Форбс. Для того, чтобы получить награду, Голубову пришлось прилететь в Уфу всего на один день. В последнее время он восстанавливался после травмы, а спустя сутки уже сыграл один тайм за молодежный состав Уфы в Москве. Ну что ж, Дмитрий Голубов – самый популярный спортсмен Уфы. Его, кстати, фигура украшает многие уфимские маршрутки. Вот так вот, Жанна. Замечательно. По городу давно не ездила. Ну а теперь Уфе предстоит матч против ЦСКА. Как вы думаете, Вадим Рифович, после пермской неудачи, будем прямо говорить, для армейцев, сделает ли выводы команда? И уже по-другому будет выходить на матч против Уфы? По-другому. То есть, 3-3 с чемпионом страны, я считаю, это хорошо. А опять же, А несмотря... если без пенальти 3-1? Я понимаю, да. Если А даже... без офсайдов 3-0? Значит, исходя из того, что в прошлый раз мы играли с ЦСКА, когда они после Лиги Чемпионского матча с Ман-Сити, а в этот раз мы будем играть после Ромы, то я думаю, что наши шансы хорошие. Правда, как говорится, мы предполагаем, а судья располагает. Вот так я скажу. Обязательно хочу отметить тот факт, что наша молодежная команда также в ничью сыграла с Локомотивом 0-0. Также не было в этом матче забитых мячей. И женская наша команда завершила свой сезон на 5-й строчке первенства России по футболу. Ну а с вами хотелось бы, конечно, поговорить о нашей школе. Тоже вроде бы сейчас наступает зима. Время подводить какие-то итоги, Вадим Рифович. Да, вот в нашей школе, так сказать, исполнился год. И год прошел плодотворно. Но на вершине, конечно, нашего, будем говорить так, детских успехов команда 2000 года, вот тут, которая завоевала Кубок
Зона Урал в Западной Сибири в финале только проиграла Кубок РФС в Сочи. Здесь очень большую работу провели наши тренеры Кирилл Хорошилов и Артем Башлыков. И надо сказать очень большое спасибо Юрию Александровичу Суренскому. То есть Юрий Александрович в апреле увидел эту команду в действии, увидел, на что способны тренеры. И на протяжении вот этого всего сезона был рядом с ними, подсказывал, работал. И то есть вот очень большая заслуга Юрия Александровича в том, что 2000 год у нас сегодня на вершине, который, кстати, в декабре поедут уже в Австралию. В Австралию? Да, на Всемирные детские летние игры. В Австралию? В Австралию. Куда Это моя мечта. Я не могу попасть в эти игры. Уже нет, по визу только У тебя словно нога, не забывай. В смысле, она пройдет уже? Она пройдет? Конечно, Австралия. Это же на следующий год? Нет, это вот в декабре. В декабре пройдет. Уже виза. Юрий Александрович, вы довольны тем, как складывается вообще работа школы футбольного клуба Уфа? Я пришел в школу в феврале месяце, и первый период моей деятельности заключался в том, что мы добыли, так сказать, много информации из футбольных академий, наших ведущих. Это Академия Коноплева, Питерского «Зенита», Казанского «Рубина», где работали и работают сейчас иностранные специалисты, в частности, из Испании, из Голландии. Голландия, я проанализировал, до сих пор анализирую, и сейчас, кстати, лидирует там ПСВ Эйндховен. Это к разговору молодежный наш состав, вот мало забиваемся. Мы говорим, что наша молодежь должна расти. ПСВ Эйндховен в основном состав 21-23 года, практически молодежный состав, на 4 очка на данный момент он опережает Аякс. Перелопатили много литературы и что-то взяли для себя, исходя из материально-технических условий, под свои условия. В частности, 3 методических направления от простого к сложному, учитывая способность той или иной группы. От позиционных упражнений к игре в 2-3 линии, где-то 15, 16, 17 лет уже тактику выстраиваем. Вот. И здесь есть демагогические начала. У нас тренеры привыкли в Уфе работать. Попали 2-3 человека с хорошими данными, они там что-то выигрывают. Вот. А мы хотим, чтобы школа работала в одном методическом режиме, чтобы в 9 лет он был техничным игроком. К 20 годам. Почему у нас вот были результаты, и есть они в детском и юношеском футболе, но они от случая к случаю. А мы должны системно подготовить игроков, дать базовые качества, координации, чтобы они в 20 лет выглядели конкурентоспособными. Сейчас мы смотрим 20-летних людей и удивляемся. У них же был результат как 3-4 года назад. За счет акселерации, за счет каких-то условий в детском и юношеском футболе можно дать результат какой-то. Но главное, системный подход, базовые качества, координация, специальная ловкость, последовательность, чередование микроциклов, чередование недель, чтобы адаптация к этим основным качествам, она была на постоянной основе, и тогда мы получаем полноценного, многогранного игрока. Тогда будет конкурентоспособность. Вот думаю, что в 9 лет и более старшее поколение, они будут квалифицированы уже радовать глаз, чисто визуально видеть игроков. И тогда не будет, наверное, и в молодежном первенстве игры на 0, просто на 0. Созидательная сторона будет на более качественном и на постоянном уровне. Это задача школы. Артем, вот ты несколько раз затрагивал несколько программ, вопросы вот о детской школе. Ты получил вообще настолько качественный и развернутый ответ. А еще добавлю это самое. Просто я вот сейчас обращаюсь к родителям детей, которые занимаются футболом, но занимаются, допустим, в муниципальных школах. То есть качественное преподавание, качественного игрока мы сможем воспитать только клуб. Потому что муниципальная школа своя задача, у нее массовость, понимаете? Вот на примерах я вам скажу. Вот если всех сильнейших собирать по возрасту, мы добивались успеха башкирский футбол. 94-й год собрали всех сильнейших, они стали чемпионами России. 95-й год была хорошая команда, сейчас сколько человек играет в молодежной команде. 96-й год мы не смогли собрать, и у нас результата нет. 97-й вот сейчас тоже был, собрали в одном месте всех. 3-е место в первенстве России, зона Урал. Вот сейчас 2000 год, видите, тоже собрали. А потом у нас 2 игрока там, 2 игрока там. Я обращаюсь к родителям. Особенно вот родителям 2001 года. На следующий год такой же будет насыщенный год, как у футболистов этого 2000 года. Не теряйте время, придите к нам сегодня, потому что завтра они уже отстанут.
Помимо качественного образования, хорошей дисциплины и физических нагрузок, которые дает школа, они еще будут путешествовать. Вот как на примере Австралии, например. Спасибо вам большое. Еще раз будем надеяться, что ваша нелегкая работа, действительно нелегкий труд на перспективу нашего футбольного клуба, что эта работа даст свои плоды. Спасибо большое, Юрий Александрович. Спасибо, Вадим Ривович. Спасибо и тебе, Жанна. Спасибо тебе, Артем. Ну а мы прощаемся с нашими телезрителями ровно на неделю. Не забывайте, ФК Уфа – Наша команда. Пока-пока.